Дальше автор, рахимахуллах тааля, говорит, что величайшим повелением Аллаха является таухид. Это посвящение, поклонение одному лишь Аллаху. Ифрадуллахи биль ибада. Итак, здесь автор упоминает, что является самым великим и главным приказом от Аллаха субхану ва тааля. Аллах приказал нам много вещей. Так вот, самым великим и самым важным, главным из приказанного является что? Таухид. Потому что Аллах субхану ва тааля принимает все религиозные деяния только при наличии таухида. Потому что к этому призывали все пророки, все посланники Аллаха. Итак, самое главное из приказанного это таухид. И потом автор дает здесь определение таухида. Что говорит автор, что такое таухид? Ифрадуллахи биль ибада. Посвящение, поклонение одному лишь Аллаху. Он дал такое определение таухида. Кто-то скажет, но мы же давали другое определение таухида. Какое мы давали определение таухида? Таухид это что? Признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему из господства рубубия, божественности алюлюхия и имен и атрибутов. А здесь сказано, таухид это ифрадуллах биль ибада, посвящение поклонения только одному Аллаху. На самом деле нет противоречия между этим определением, которое дал автор, и тем определением, которое мы изучали на прошлом занятии. Нет противоречия. Но автор здесь сделал упор на какую часть таухида? На вторую часть, на улухия, на таухид божественности, достопоклоняемости. Почему? Почему? Потому что это был призыв всех пророков. Потому что мало кто из людей не согласен с таухидом рубубия, с таухидом господства, что Аллах Создатель, Господь. Спроси многих, кто совершает ширк сегодня, подойди и спроси, что ты скажешь, если Создатель един, скажут, да, есть единый Создатель, наделяющий, питающий, управляющий, скажет. Мушрики, многобожники, к которым пришел пророк алейхиссалату вассалам, они говорили, Аллах, Он Создатель, Он наделитель, Он управитель, Он единственный, который распоряжается всем мирозданием. Они признавали таухид рубубия, но признавая это, что делали? Что делали? Направляли часть своего поклонения, своей мольбы, своего служения не Аллах субхану ва тааля. Поэтому тут вопрос, из-за которого, собственно, была тяжба между пророками и их общинами. Это был какой вопрос? Вот этот, вопрос рубубия, вопрос улухия, таухид улухия. И сегодня даже, если ты занимаешься только вопросом призыва таухида рубубия, да, это очень важный вопрос, без этого никак нельзя. Но если ты говоришь только про таухид рубубия и не затрагиваешь таухид улухия, не порицаешь поклонения мертвым, святым, могилам, то тебя никто на тебя не обижается. Но как только ты затронешь вопрос, что нельзя поклоняться мертвым, святым и так далее, нельзя брать посредников между тобой и Создателем, нельзя просить заступничества у каких-то посредников, угодников и так далее, вот тут вот ты становишься врагом. Это между пророками и их общинами, собственно говоря, тяжба была из-за этого. Как и сегодня, это тот самый вопрос, из-за которого не любят ахлю сунна валь джамаа. Не любят последователей праведных предшественников из-за этого в основном. Из-за того, что они не любят нововведения в религии. Поэтому получают они свои прозвища, хорошо, разные. Упоминать даже их не стоит, известно какие это прозвища. Но Аллах субхану ва тааля награждает за терпение. Итак, таухид это что, говорит автор? Ифрадуллахи биль ибада, то есть признание единственности Аллаха в чем? В поклонении. Таухид улухия это да, но это стержень. Да, это очень важный стержень, это важный вопрос. Дальше автор говорит, величайшим запретом Аллаха является многобожие, ширк. Это обращение с мольбами, поклонение кому-то наряду с Аллахом, говорит шейх. Так здесь дано определение чего? Многобожие. Что такое многобожие, говорит шейх, рахимахуллах тааля? Это взывать и поклоняться кому-то вместе с Аллахом субхану ва тааля, наряду с Аллахом субхану ва тааля. Это ширк. Ширк, у него тоже есть более широкое определение, как у таухида. Ширк, он бывает и в рубубия, в господстве. Если кто-то говорит, что есть еще кто-то во Вселенной, кто управляет частью Вселенной, это тоже ширк. Но это ширк в чем? Многобожие в чем?
В господстве, да, в господстве, в рубубе. То есть нарушение первого вида таухида. Если человек уподобляет Аллаха творением, говорит, у Аллаха есть сын, у Аллаха есть ребенок, у Аллаха есть дочери, уподобляет Аллаха творением, это тоже что? Ширк. В чем? В именах и атрибутах. Да, в именах и атрибутах. Или кто-то говорит, что атрибуты Аллаха такие же, как творение, подобные. Это ширк, но в чем? В именах и атрибутах. А есть ширк в улухия. Так вот, как таухид улухия, это тот стержень, из-за которого происходили что? Тяжбы между пророками и их общинами, так и вопрос предостережения от ширка какого именно, в чем? В поклонении, то есть улухия. Понятно? Ширк в чем? В улухия. Божественность. Так ширк, говорит автор, это самый главный, самый страшный запрет. Запретов много, но это самый главный. Запрет ширка, многобожие, он важнее, он главнее, он строже, чем запрет на прелюбодеяние, или на воровство, или на убийство и так далее. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инна Аллах ла ягфиру ан юшрака». Поистине Аллах не прощает, когда ему предают сотоварищей, то есть совершают ширк, поклоняются кому-то наряду с ним. И прощает то, что меньше этого кому пожелает. Когда мы будем изучать, иншаллах та'аля, китаб ат-таухид, книгу единобожия, мы с вами поговорим о том, что ширк бывает двух видов. Ширкуль акбар, ширкуль асгар, большой ширк и малый ширк. Упомянем разницу между этими двумя видами многобожия. В общем, да, ширк делится на два вида. Ширкуль акбар и ширкуль асгар. Запоминаем это сразу. Те, кто не знает, на два вида. Ширкуль акбар, ширкуль асгар. Если человек совершит большой ширк, великий ширк, а ширкуль акбар, и умрет, не успев покаяться в нем. То есть ты сделаешь одно деяние только, одно деяние. Не дай Аллах, зарежешь с любовью и возвеличиванием животное для кого-то из творений, для джина или для святого. И даже муху зарежешь, принесешь в жертву с любовью и возвеличиванием, как поклонение, муху просто. Кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Если ты не покаешься, не раскаешься в этом искренне до того момента, когда заканчивается время покаяния, то ты, аль-язу билля, такой человек войдет в ад. Такой человек войдет в ад навеки, навсегда, никогда не выйдет оттуда. Ни миллионы и ни миллиарды лет. Никогда. То есть это вечная кара, вечная мука. Халидан мухалладан. Халидан мухалладан. Навеки вечные. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. А если успеет покаяться, в течение того времени, когда покаяние еще принимается, а оно принимается когда? Принимается до тех пор, пока душа не подошла к горлу. Когда душа уже подойдет к горлу, смертный час, вот тогда уже покаяние не принимается от человека. И есть общее окончание для всех времени покаяния, это когда солнце взойдет перед судным днем не с востока, а с запада. Не с обычного места, выйдет из запада. Вот тогда вот уже будет поздно каяться. Тогда Аллах Субхану ва Тааля не принимает ни от кого веру, покаяние, раскаяние. Если человек успел покаяться, Аллах принимает покаяние, какой бы это ни был ширк, большой или малый. Покаялся, Аллах примет. Если человек не покаялся, то за большой ширк мы сказали, что? Вечный ад и отсутствие прощения от Аллаха Субхану ва Тааля. Что касается малого ширка, ширкуль асгар, то за него человек будет наказан. Если он не покаялся и умер не покаявшись, человек будет наказан в том мире, в вечном мире. Будет наказан по степени и в меру своего ширка. Это о чем мы сейчас говорим? О малом ширке. Умер человек, не покаявшись в нем, в малом ширке, будет наказан по степени и в меру своего ширка. А уже потом, после этого наказания, войдет в рай, то есть не останется в аду навсегда, в отличие от того, кто совершил большой ширк. И затем автор, как всегда, приводит что? Далиль. Приводит доказательства. Доказательства чего? Что самый главный приказ
самый важный приказ, величайшее повеление Аллаха это таухид. И наоборот, самый строгий, важный запрет, величайший запрет это что? Запрет на ширк. Приводит, рахималлаху та'аля, довод. Довод из Корана, из суры Ниса. Какой довод? Какой довод? У'будуллаха ва ля тушрику бихи шай'a. Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему ничего в сотоварищи. Поклоняйтесь Аллаху. У'будуллаха. Это приказ? Приказ. Приказ чего? На что приказ? Таухид. Почему? Мы сказали с вами слова Ибн Аббаса. Всякое поклонение в Коране это что? Это таухид. У'будуллаха, то есть исповедуйте единобожие, поклоняйтесь только Аллаху, посвящайте только Ему все виды поклонения, никому больше. У'будуллаха. Так это приказ на таухид. Валя тушрику бихи шай'a. И не предавайте Ему ничего в сотоварищи. Это запрет на что? Запрет на ширк, на многобожие. В прошлом занятии, если вы помните, я сегодня не спросил, но это вы должны помнить. Мы говорили с вами, что слова в арабском языке могут находиться в определенном состоянии и в неопределенном состоянии. Определенное состояние, когда есть артикль аль. Хорошо, неопределенное, когда нет артикля. Китаб, аль-китаб. Вы помните? Так вот здесь. У'будуллаха, поклоняйтесь Аллаху, ва ля тушрику бихи шей'ан. Шей. Слово шей. Вещь. Вещь. Шей по-арабски. Накира или ма'рифа? В определенном состоянии или неопределенном состоянии? Неопределенном. Нет ашшей, нет аль здесь. Хорошо. В контексте мы говорили с вами, если слово в неопределенном состоянии находится в контексте чего? Отрицания или запрета. Или запрета. То оно дает значение чего? Всеобщности. Обобщенное значение. Валя тушрику бихи шей'ан. Ничего. То есть обобщается все здесь. Ничего нельзя предавать сотоварищу Аллаху в поклонении. Ангелы ли это, пророки ли это, святые ли это, угодники ли это, солнце ли это, деревья ли это, что бы ни было, звезды, что бы ни было, не предавайте Аллаху это в сотоварищи. То есть не поклоняйтесь этому наряду с Аллахом субхану ва та'аля.